Наших корреспондентов. Вы смотрите итоги дня в студии. Валерия Наумова. Здравствуйте. И вначале коротко о темах. Ледоход на Лене вскроется в ближайшие дни. На сегодня он проходит по территории Иркутской области. Ответственная подготовка к важному событию. До единого государственного экзамена осталось 18 дней. Центр глобального образования города Якутска впервые проходит такой опыт. Танцы с элементами светового шоу. В Ленске в Центре дополнительного образования проводят необычные уроки в полной темноте. Старейший театр на Дальнем Востоке – это Академический театр имени Пушкина в Якутске. Сегодня он отмечает свой 132-й день рождения. В этом году в соревнованиях примут участие сразу две команды 2007 и 2008 годов рождения. Якутские спортсмены готовятся к началу футбольного сезона. Ледоход на реке Лене вскроется 12-13 мая на территории Ленского района, передает оперштаб региона. На сегодня ледоход проходит по территории Иркутской области. Нижняя кромка наблюдается у села Коршунова в 230 километрах до границы с республикой. Через полутора-двое суток он достигнет поселка Витим. На реке Лена в территории Алекминского района сегодня наблюдается выход волны с реки Алекма на реку Лена. В ближайшие сутки у населенного пункта Солянка ожидаются подвижки льда. В связи с вскрытием реки Алекма в устьевой части в населенном пункте Троицк Алекминского района работают спасатели главного управления. У города Ленска подвижка намечается в районе 12-15 мая. Что касается остальных рек, активно ледоход продвигается по реке Амге. Нижняя кромка находится в районе села Миндиги. Также небольшие подвижки льда уже идут в Мындагае. Подвижки также произошли в Татинском районе, в селе Харбалах. По Алдану картина другая. Так как река протекает по теневой стороне гор, сегодня вскрытие на первом посту еще не произошло. Но на днях ожидается вскрытие на верховьях. По реке Вилюй сегодня также наблюдается ледостав. В эти дни ожидается вскрытие на реке Марха. Сегодня, 10 мая, в дневное время началось возгорание в одном из частных дворов по улице Новая в селе Актемцы. В 13:56 на тушение прибыли пожарные. По словам очевидцев, огонь начался из-за сельхозпала, а затем перекинулся на соседний двор. В итоге огнем повреждены по всей площади частный жилой дом с верандой, гараж, теплицы. Также сгорели газель и сруб. Погибших и пострадавших нет. Точная причина пожара устанавливается. Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Также с 15 мая граждане Грузии смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз. Президент страны снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, который действовал с 2019 года. Соответствующий указ уже подписан. Прибытие задержанных рейсов 3005 авиакомпании «Севен» и рейса 1750 авиакомпании «Аэрофлот» в столице республики ожидается завтра утром 11 мая в 7 утра и 8:20 соответственно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города. Напомним, что сегодня два рейса из Москвы, следовавших в Якутск, были перенаправлены в запасной аэропорт Нерюнгри из-за сильных порывов ветра. Отмечают, что решение о посадке принимают в зависимости от типа воздушного судна и от допуска экипажа. «Алроса» является лидером реализации проекта «Местные кадры в промышленность». Якутская алмазная компания предоставляет своим работникам не только достойную оплату труда и возможность самореализоваться, но также ведет активную работу и про профориентации. Подробнее в сюжете Марфирины Алексеевой. «Алроса» тесно взаимодействует с учебными заведениями республики. На производственных площадках алмазной компании прошли практику, а затем и трудоустроились сотни выпускников Мирнинского регионального технического колледжа и Политехнического института. Активная работа по привлечению студентов ведется и в столице Якутии. Например, студенты Северо-Восточного федерального университета и Якутского промышленного техникума практикуются в сортировке алмазного сырья. Каждому студенту прикреплены опытные работники компании. Они сначала знакомятся с теорией с нашей работы, с нашими камнями алмазного сырья, а потом уже даем им образцы, эталоны наших камней.
Туда входит, значит, качество, цвет они смотрят, изучают, мы им помогаем, показываем все. Потом уже после образцов идет практика. Параллельно с образцами они работают с нашим алмазным сырьем, смотрят камни на качество, на цвет. Мне всегда была интересна работа с драгоценными камнями, и в частности с алмазами, поэтому я решила пройти практику здесь. И нисколько об этом не пожалела, потому что я узнала очень многое интересное и познакомилась с очень хорошими людьми. Помимо получения ценного багажа практических навыков, у студентов имеется возможность стать стипендиатом Алроса. При условии хорошей успеваемости компания выплачивает студенту стипендию, предоставляет возможность пройти практику, оплачивает проезд до места ее прохождения, а при успешном прохождении всех этапов обеспечивает трудоустройство в компании. Могут стать стипендиатами компании студенты 3-го курса и выше, со средним баллом 4 и выше за весь период обучения, по итогам тестирования, а также дополнительно приветствуется наличие научных открытий, изобретений, свидетельств об участии в конференциях, форумах. К наиболее востребованным профессиям относятся специалисты в сферах подземной разработки месторождений, открытых горных работ, специалисты промышленного и гражданского строительства, электроснабжения, а также гидрогеологии. Для того, чтобы стать стипендиатом алмазной компании, получить реальный производственный опыт и иметь возможность трудоустроиться в самую крупную якутскую компанию, можно отсканировать QR-код, выведенный на экране, и заполнить анкету на сайте или в телеграм-канале компании. Марфирина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. Задача – перезагрузить работу первичных отделений партии «Единая Россия» в республике. Секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Айсан Николаев провел совещание по вопросам подготовки и проведения в республике предварительного партийного голосования, которое состоится с 22 по 28 мая. Особое внимание глава республики обратил на формирование штабов партии в районах. Айсан Николаев поручил секретарям местных отделений уже сейчас формировать структуру штабов с назначением ответственных по всем направлениям. Также он указал усилить работу по партийным проектам, в частности, по единому сетевому стандарту, который сейчас запускается, а также по информационной работе на местах. Отдельные направления работы, на которые оказал обратить серьезное внимание глава, это увеличение числа сторонников партии. Каждую среду глава города Илья Гудошник ведет прием граждан по личным вопросам. На встречу можно попасть по предварительной записи по телефону. В работе также принимают участие специалисты городской администрации, так как многие обращения требуют детального изучения и комплексного решения. Также граждане приходят с проблемами, которые необходимо решать сразу. Например, протечка крыши. Таким образом, самые частые вопросы, волнующие жителей города – это программа переселения, жилищно-коммунальная сфера, бродячие собаки и ремонт дорог. По каждому обращению принимаются решения в рамках полномочий муниципалитета под личным контролем главы города. Людей обращается много. Много еженедельно. У нас там 3, 5, 10 человек. Разное количество людей приходит, разное количество проблем. Проблем действительно в городе много. Это проблемы касается и жилищно-коммунального хозяйства, и дорожной сети, и какие-то личные тревоги и проблемы граждан. Стараемся помогать по мере возможности, выслушивать. Есть вопросы, которые решаются не сразу, но тем не менее на то мы и администрация, чтобы решать сложные вопросы наших горожан. До единого государственного экзамена осталось 18 дней. Выпускники и учителя всех школ с ответственностью готовятся к этому событию. Особенно волнительно тем школам, которые впервые проходят такой опыт. Гимназия «Центр глобального образования» города Якутска готовит к ЕГЭ своих первых выпускников. О образовательных проектах молодой школы и подготовке к экзаменам в материале Марфирины Алексеевой. Современная гимназия начала свою работу в сентябре 2021 года. Самые старшие учащиеся на тот момент стали новоиспеченные ученики 10 класса, которые пришли с разных школ после окончания основного общего образования. Сегодня эти ребята – первые выпускники гимназии. Я был на линейке в честь открытия гимназии 1 сентября. Пришел сюда раньше остальных, где-то за неделю, что ли. Впервые, когда увидел гимназию, было, конечно же, волнение. Она тогда казалась еще огромной, прям неизведанной, что ли. А сейчас, прям уютная, комфортная, маленькая, как, не знаю, комната твоя, что ли.
Всего в школе 65 одиннадцатиклассников. У каждого индивидуальный план обучения с основным упором на изучение выбранного предмета для сдачи ЕГЭ. К экзамену учащихся готовят высококвалифицированные педагоги. Одним из таких является Александр Дьячковский, учитель истории и обществознания. В прошлом году под его наставничеством выпускница 5-й школы сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Поэтому, несмотря на значительные изменения в экзамене по истории, ученики чувствуют себя уверенно. В этом году прибавилось количество заданий о Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война, она все-таки тоже там уже есть какие-то даты определенные, которые нужно знать. И мы знаем, какая информация может встретиться, поэтому нету каких-то трудностей при подготовке. Понятно, к чему готовиться, понятно, что будет на экзамене. Ну и мне кажется, что хорошо, что добавили больше заданий на Великую Отечественную войну, так как мы должны знать историю своей страны. И это такое знаменательное событие в нашей истории, которое действительно стоит знать. Новшество современной гимназии – обучение учащихся по концепции глобального образования, которое позволяет получить теоретические и практические знания и навыки, необходимые для жизни в быстро меняющихся условиях. Так, со следующего учебного года в общеобразовательную программу гимназии войдет урок по изучению китайского языка. Это стало возможным в рамках трехстороннего соглашения между СВФУ, гимназией и экспериментальной средней школы города Чжанчжоу. Внимание всего мира, оно смещается на восток, и оно сейчас все более, так скажем, скорость этого направления, оно ускоряется. И, конечно, если в перспективе наши учащиеся будут поступать в китайские вузы, то это будет таким неким хорошим, прагматичным шагом на будущее для молодого поколения. Также в гимназии ведется экологическое воспитание школьников. В начальных классах преподается урок «Планета Земля». На постоянной основе проводятся акции по сбору пластика и батареек. А вот сейчас идет акция «Сдай использованную батарейку». И мы каждый раз дети приносят свои батарейки, и мы вместе вкладываем вот сюда в урну. Сейчас идет у нас акция «Собери пластик». И из этого пластика мы должны уже сделать экологическую скамейку. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Сегодня в торжественной обстановке первые паспорта получили 8 подростков Якутска. Данное мероприятие было приурочено к празднику День Победы. С получением паспорта дети могут зарегистрироваться на портале госуслуг и оформить пушкинскую карту. В целом паспорта в торжественной обстановке выдаются ежемесячно. Следующее мероприятие запланировано на 9 июня, в День России. Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо записаться у специалистов МФЦ при подаче документов. В торжественной обстановке мы начали выдавать паспорта с прошлого года. Всего за этот год паспорта в такой обстановке получили больше 150 детишек. И с прошлого месяца мы начали также такие мероприятия проводить и в районах нашей республики. Получается, в прошлом месяце паспорта получили детишки в Алдане и в Алёпинске. В Ленске в Центре дополнительного образования проводят необычные уроки в полной темноте. Педагог Маргарита Шишерина учит детей танцам с элементами светового шоу. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа. Кружок светового шоу – одно из востребованных направлений работы дополнительного образования. Репетиции, проводимые в преддверии очередного городского праздника, на которых побывала наша съемочная группа, очень впечатляют. В темноте просторного актового зала было четко видно, как красиво под музыку мелькают разными цветами огни. Управлять светом надо еще поучиться, и это очень непросто. Судя по тому, что у опытных ребят во время тренировки возникали небольшие заминки. На точку одного элемента у многих учеников уходит не по одному занятию, а некоторым достаточно и пары часов. Сегодня занятия посещают 35 человек, среди них и дети, и работающая молодежь. Основное направление здесь именно в СРГ у нас поинг. То есть это шарики как раз-таки для кручения. Все это безопасно, все это очень легкие, очень простые, но учиться достаточно сложно. То есть не каждый, наверное, сможет освоить данную программу. То есть все-таки нужно быть таким достаточно стрессоустойчивым, очень упорным.
это требует, как в рукоделии, да, усидчивости. И здесь также. Здесь надо прямо долго-долго, да, то есть заниматься. Александр Давлятшин увлекается световым шоу уже 4 года. Молодой человек в совершенстве владеет специальным оборудованием. Все его номера получаются яркими, красочными и необычными. Это довольно-таки интересно, это заманчиво. Одно дело свет и огонь, это немного два разных понятия, потому что со светом красиво, спокойно, легко, с огнем жарко, страшно и действительно опасно. Но когда ты крутишь будь то свет, то будь то огонь, ты вкладываешь душу, ты выплескиваешь все эмоции, будь то положительные или негативные, ты после выступления ты реально отдохнувший, ты заряжен новой энергией, ты готов бомбить, идти делать что-то дальше. Ольга Вертинская – работающая молодежь. Она тоже увлекается световым шоу. Девушка научилась уже многим трюкам. Признается, что каждый раз получает от тренировок приятные впечатления. Но хочется больше выступлений и практики. Сегодня Ольга работает с веерами, стафом и огнем. Я, когда первый раз увидела Fire в исполнении Марго, мне очень понравилось. Я загорелась этой идеей около 2 лет. Я просто ходила и такая, ну как это? Хочу попробовать, и все. И в сентябре она начала набор молодых и неопытных, так сказать. Я напросилась и не пожалела ни разу. Со световым и огненным шоу ребята участвуют во всех городских и районных мероприятиях. Их часто приглашают линчане, молодожены и выпускники на свои торжества, чтобы удивить гостей эффектным шоу. Сегодня коллектив готовится к очередному выступлению, которое состоится уже 27 мая. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Родители детей с инвалидностью смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединить их до 24 дней подряд в течение календарного года с 1 сентября. Для того, чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров. Сейчас одному из родителей для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляют 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд, либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц. Новый порядок позволит родителям выбрать, использовать такие дни в течение месяца или суммировать их и взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд. Государственный академический русский драматический театр имени Александра Пушкина является старейшим театром на Дальнем Востоке. 10 мая этого года театр отмечает свое 132-летие. Подробнее в следующем сюжете. Долгое время русский театр считался достаточно молодым культурным учреждением. Но историками были найдены документы, датированные 1891 годом, с упоминанием деятельности театра. Так, за 132 года работы в учреждении было поставлено около 700 спектаклей. Главный режиссер отмечает, что театр колоритен тем, что ставит спектакли, героями которых являются известные в Якутии имена. Очень интересный момент, что завтра мы играем спектакль «Созвездие Марии». Это, несмотря на то, что давно он у нас уже в репертуаре, это уникальный спектакль. В чем его уникальность? То, что он написан специально для нашего театра и написан как раз про исторические события, которые проходили в Якутске, что команда Беринга создавала здесь дюпель-шлюпы, собирали и формировали команды гардемаринов якутских. Кто не видел из зрителей, я думаю, это будет интересно. Уже 45 лет Эдвардо Скупшис служит русскому театру в Якутске. Стоит отметить, что актер начал свою карьеру в Литве. По словам Эдвардоса, приехал он в республику совсем молодым и всего на год. Но русский театр решил его не отпускать. Очень многие приходили, но год поработал и исчез. Так как я планировал, а остался на все время, на всю жизнь, считай. И также, когда приходят молодые. Если он наш, то он здесь и остается. И вот вся труппа, те, которые остались, и которые, конечно, замена нам уже будет. Но вот такой организм странный очень. Чужих не принимаем. Вместе с Эдвардосом Купшисом в течение 18 лет театру служит Илья Данилевский. Один из тех, кто является костяком актерской труппы. Илья убежден, что нашел свою нишу именно в театральной сфере. Огромное удовольствие я получаю от работы на сцене.
И многие говорят, что у нас вот здесь на севере менталитет немного такой зажатый, и мы все очень скромные люди, но на самом деле, когда ты работаешь перед нашим зрителем якутским, я этого не чувствую абсолютно, и даже те люди, которые приезжают с центральных городов, говорят, что зритель один из лучших у нас в городе, потому что он такой теплый, такой искренний, и столько тепла и любви он отдает нам. Актер же получает, он отдает и получает. И вот эта вот связь между зрителем и артистом, она очень важна. 132-й сезон будет закрыт после премьеры спектакля «Женитьба Фигаро», режиссером которого выступит заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш, который прилетит 15 мая и сразу же приступит к подготовке спектакля. С 23 по 25 июня гости и жители столицы смогут воочию посетить данную постановку. 133-й сезон начнется в сентябре текущего года. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Якутск. И в завершение о спорте. Якутские спортсмены готовятся к началу футбольного сезона. С прошлого года команды из республики принимают участие в играх юношеской футбольной лиги. В этом году в соревнованиях примут участие сразу две команды 2007 и 2008 годов рождения. Сейчас у ребят идут активные тренировки перед первой игрой, которая состоится уже 14 мая. На футбольном поле побывал мой коллега Александр Хавренко. Большой футбол в республике возрождается. С прошлого года юные футболисты из Якутии принимают участие в дальневосточном дивизионе юношеской футбольной лиги. В этом году первая игра назначена на 14 мая в Находке против Океана. Сейчас у юных футболистов идут последние приготовления и тренировки. Подготовка в этом году более-менее нормально. Вот недавно буквально съездили на сборы, то есть провели турне по Дальнему Востоку. Изначально 6 дней провели сборы в город Нервингри, потом оттуда направились в город Хабаровск. В Хабаровске отыграли 2 игры с командой СКА Хабаровск 2007 год и СКА 2005-2004 год. Потом поехали в город Уссурийск, там провели турнир. В прошлом году команда Якутии выступила не очень хорошо, но главное – это опыт и работа над допущенными ошибками. Подготовка идет ходом. Мы уже набираем пиковую форму. Хорошо отыграли на сборах против Уссурийска, Находки. Но в целом уже готовы к сезону. В этом на оборону в целом настроились. В том году была не очень хорошая оборона, в этом мы ее потянули. Ну вот, на соревнования мы летали в Уссурийск. Там мы хорошо отыграли, так что мы готовы. 28 мая наши футболисты будут принимать первых гостей – команду СКА на домашнем поле. И очень надеются на заполненные трибуны и помощь болельщиков. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. На сегодня у нас все, но мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь с нами.